Доброе утро, друзья! В день, когда определились полуфиналисты чемпионата мира по футболу в России, мы выезжаем в однодневный велопоход по довольно интересному маршруту на озеро Чабода, Вилюйский тракт, Дачи, Маган, Якутск. Очень жаркий день, прям совсем африканский южный, но я думаю, это нам не помешает провести день в отличной компании, побывать на свежем воздухе, пообщаться, посмеяться и проверить наши велосипеды, в том числе новую модель Surly Ogre, который мы протестируем в условиях бездорожья, но еще к нему вернемся. Итак, мы на старте, мы ждем участников похода, скоро мы выдвигаемся. Что-то много народу, вообще пиздец. Вася, только причем это здесь, который с тобой по пути 4 человека вольются, у нас вообще будет 9 человек. Взял 8 литров воды? Да? Я воду взял. Что, ты магнезиум заказал? Да. Это черные, да? Нет, у меня вон они стоят, серые, черных не было на тот момент. Я в этом, я Вики брал. Я в этом чайнике брал. Немного Логично ехать в толпе. надо научиться. В одном ритме двигаться со всеми. Здравствуйте. Ну да, ну пока вроде нормально все. Нам нужно просто побыстрее сейчас выбраться из города. Ну, мы, в принципе, уже выбрались. Сейчас выберемся, и там уже будет по-божески. Сейчас у нас происходит сбор денег. Вот, и мы сейчас закупимся общественным кормом. В Хорватии, да. Общественным кормом, чтобы вкусно пообедать в лесу. Но те, кто хочет сейчас что-то себе приобрести, да, спасибо, приобретайте, потому что больше магазинов почти не будет. Я думаю, мы устроим отличный обед. Так, 9 человек, 1800 рублей. На 3 лимонах, ну, можно, да, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 500, 1600, 1700, 1800. Эй, не снимай. Жесть. Экстра. Что, в поисках съестного? Да, нам нужно что-то такое питательное, вкусное и недорогое. Но самое главное, чтобы было питательное. Сейчас мы что-нибудь здесь. О, лапша с курицей Цезарь. Это здорово. Легкая, правда объемная, но зато легкая и питательная. Для велообеда самое то. Мы взяли все самое необходимое и самое главное взяли воду. Надеюсь, что нам ее хватит. Сгущенка, колбаса, хлеб, печеньки, сахар. В принципе, достаточно, чтобы восстановить всю, так сказать, энергию. Да, все это можно разгребать. Че, все там сделали, что хотели? Я тут на заправке с девушкой новой. Ким, кураж. Интриговал. Саня написал, собрался уже ехать. Ну да. Все такие, о. Иногда и пешком пройтись полезно. Да. Разная нагрузка, разное настроение. Так, мы уже на подъеме, мы прошли первое препятствие, свернули с асфальта, прошли несколько километров по лесной дорожке. Все живы-здоровы, настроение замечательное. Как я уже говорил, очень-очень-очень жарко, очень хочется пить. Я думаю, где-то через час мы подъедем к месту обеда и всем будет очень хорошо. Все супер. Короче, вот эта дорога, она будет до самого подъема, до развалин воинской части, а потом будет такая укатанная из красного песка, как бы. Вообще классная. Она там качельки, да, можно. Надо было с собой, у меня дозиметр есть. Вот, можно было для отчета сделать. после горячего чая. Сдохните с голода. Нет,
Кто сдохнет с голоду? Колбаса есть, яблоки есть. Скорее всего, Вафельки есть, да и ладно. Поехали? Город же рядом. Всё. Конечно, блин. Не могу остановиться. Мы находимся на маршруте уже, прошли примерно треть, наверное, маршрута. Вот, судя по смеху, все довольны, но они лежат. Это значит, что первая часть маршрута была тяжелой, но мы голодные, до обеда еще немножечко нужно будет проехать. Давайте вкратце расскажу про маршрут. У нас сегодня такой круг. Мы выехали из Якутска по Покровскому тракту. Лагеря «Радуга», есть поворот к воинской части заброшенной. Вот мы сейчас находимся вблизи озера Чабода, которая непосредственно вот является серединой нашего маршрута. На Чабоде мы пообедаем. После нее ждет нас замечательная дорога, спуск к птицефабрике. С птицефабрики прорыв на 13-й километр Вилюйского тракта. Там будет кусочек асфальта, неинтересная часть в районе 3 километров может быть. И с Вилюйского тракта с дач попадаем в поселок Маган, откуда уже прямая дорога домой. Таким образом, километраж составит порядка 70 километров. Ну, день сегодня очень хороший, благоприятный, хотя и жарковато, но тем не менее очень-очень-очень хороший солнечный день. Ребята все на позитиве, девочки уже спят. Тихий час у нас практически. Еще немного будем обедать. Все здорово, все отлично. Дукс ушел там где-то за километр, дерево такое, ушел туда и лег там. А мы у Нет, костра там не было деревьев, там варить. кусты такие, Кусты, ага. по пояс. Прикинь, это все жарить. А обедать-то нужно конкретно, потому что ты не пообедаешь, ты просто не поедешь. Ну, то есть суп варить, чай кипятить. Это было довольно-таки прикольно, конечно. Жара просто дикая. Это был как раз вот тот год, когда тут очень сильные были лесные пожары. И вот Якутск прямо дымом заволокло. А у нас более-менее там было. Угу. Так что Иланка это, в принципе, 2011 год. Ага. Да, у тебя будет у кого маленькие кружки. Сколько там осталось? Да там почти не было на донышке. Воспользуйся правом. Правом второй кружки. О, уже две руки. Это реально удивительно. Есть сахар? Брали. Сахар есть, ага. Сахар где-то... Осторожно, мой чай. Не урони, А, не мочь. у меня там. Зондер команда. Надо клей какой-нибудь. Да. Поимку. Есть такое чучело, макет одного банка. Не будем называть. Известно в последнее время. Который, да, на этой неделе просто очень громко прозвездил везде, в среде малых и средних предпринимателей города Якутска. Мы сейчас сделаем ритуал, ритуальное сожжение чучела банка с деньгами. И может быть это где-то банковский бог услышит, увидит и нам как-то это все воздастся. Может быть будет хуже, но, наверное, хуже уже не будет на самом деле. Потому хуже уже некуда, да. И вот как бы сейчас у нас костер пока не потух. Ой, блин, сам себя фото. Мы
такой. Это наш мини-протест, мини-митинг, акция «Гори в аду, Татабанк». Хэштеги ставим хэштеги, подписываемся. Я думаю, он сейчас вспыхнет вообще просто совершенно быстро. Главное вот это вот все дело разворошить, чтобы было такое. Кстати, вот пепел, да, он тоже символизирует кое-что. Буду прям. Вот, я думаю, это быстро очень пройдет, поэтому нужно успевать фотографировать. Он не горит! Горит, но медленно. Ах, Да. Так тебе. всё. Гори в аду, Банк Тата. Мы предателей не прощаем. Да. А как они вернут? Иха, песочек. Странно, что здесь это все нагляд не высохло. Иди мне спать. Пока шерсть густая. Зимовали, походу. Да всяко на улице они. На самом деле тут не так далеко, где-то с километра может быть по лэпу, и потом будет развилочка такая. Вот нам на ней нужно будет выйти на хорошую дорогу, примерно такого же состояния. И километра 3-4 может быть до Вилюйского тракта. Таким образом мы сделаем очень хороший крюк, не спускаясь вниз и не поднимаясь снова. Я думаю, что сейчас без 26 это в принципе такое время довольно хорошее. Ой, ёшкин кот, я вспомнил этот спуск. Я на его проезжал. Хо-хо-хо-хо-хо. Да, спуск настоящих мужиков, да? Везде так, да? Да нет, сейчас уже забрались практически. Конечно. Все на велике. На велике, да, все время? Сейчас вот чуть-чуть пешком пойдем и потом на велике. Мы прошли половину маршрута, самую интересную часть, проехали по лэпу, вот, ребят, впечатления просто самые позитивные. Нам осталось пройти немножко лесом, выйти на Вилюйский тракт, и там дальше уже совсем ничего, остается до Магана. Никаких происшествий не произошло, мы вкусно пообедали, закинулись изотоником, обрызгались комаринкой, нам теперь ничего не страшно, мы продолжаем путь, все здорово. Мы прошли ровно 50 километров сегодня, это очень хорошая цифра, хорошая отметка и хороший показатель. Вот здесь спуск в километре начинается Вилюйский тракт. Некоторые товарищи по семейным обстоятельствам изъявили желание там от группы отбиться и поехать в город. Да, это вторая точка возвращения, с которой можно вернуться в город. Для тех, кто поедет дальше, с Вилюйского тракта это выход на 13 километр примерно. Мы едем до 16-го, это всего 3 километра. Сворачиваем в Маган, это километров 7, наверное. И уже с Магана спокойненько по асфальту возвращаемся в город. Я думаю, что это займет часа 2, может быть 3 максимум. Учитывая летнее время, светлые вечера, то это будет здорово. Это будет весь маршрут вот такой вот. Все супер.
Автобус ждете? Автобус ждем. Да, мы закупились нормальными витаминами. Сады Придонья. Вон люди йогуртом холодненьким закупились. Мы в Магане, 9 час. Мы в одном шаге до дома. 25 километрах. Нет, он ошибся, меньше 20 гораздо. Наверное, короче. Да, и... Вилка еще здравая, кстати. Я на нем стану. Нифига. Да. Ну, у нас в основном чисто под туризм. Чисто по хардкору. Багажники там туда-сюда. Красавчик. Ничего себе. Особо топать не будем, так колонночкой пойдем примерно. У нас последний этап, это Маган-Якутск. Я думаю, это займет час, может быть, максимум. Дорога асфальт, мы покушали, подкрепились и сейчас колонной пойдем. Будет все здорово, все четко. Наш маршрут почти закончен. Мы на Кирзаводе спустились с Магана, очень быстро долетели до Магана. Грязные, уставшие немножечко, но довольные. Сейчас небольшой перекус по домам. Все прошло замечательно. Все молодцы. Всем спасибо.